Так, кто ездит на автобусе? Я езжу. Сейчас вы узнаете. Я езжу. Сколько Ему готов- очень... Я спрошу, сколько готовы платить за комфортный проезд? Ну, не больше 150. Да? Нереально. 150-200. Проезд в общественном транспорте должен стоить 500 тенге. Это минимум. Это сказал не я, а вот наш сегодняшний гость, он с нами в студии, Олжас Байдельдинов. Вот Я об этом говорю и пишу уже где-то 2-3 года. Это происходит периодически, когда мы видим какие-то кризисы в сфере этой, и пост от 7 октября, он как раз-таки был посвящен этому. В одном из регионов Казахстана перевозчики заявили, что безубыточная цена 345 тенге, и им там, по-моему, 2 года акимат не выплачивает субсидии, и они говорят, мы тогда не выйдем на линию, потому что эта цена не перекрывает наши расходы. Это говорилось на сессиях Маслихата Астаны и Алматы, безубыточный тариф там оценивали 350-400 тенге. А то, что происходит сейчас, я думаю, это просто зависть людей, когда мы вернулись с Индии с моей супругой, мы завоевали для Казахстана главную корону, миссис Супермодель мира. Поздравляю. Да, спасибо. Моя супруга Шулпан Илубаева, 30 лет, и она из Актубе. И мы вернулись с Индии буквально там с утра, я написал пост этот, и после обеда в воскресенье ряд СМИ синхронно с одним и тем же текстом начали вот такую атаку. Вы а можете... мотив какой? Ну, я не знаю, То может, есть вот это предложение 500 тенге было до этого, это несколько месяцев назад, и сейчас это было, подняли? это было несколько лет назад, и это происходит каждый квартал, когда я говорю, я реагирую на какие-то вещи и пишу, что вот такая цена должна, потому что если вы это не сделаете, вот сейчас я расскажу, да, детально, то есть сейчас всем запомнилась там сумма 500, но это хорошо тоже. Вот именно это было сделано, ну, я не знаю, может быть, завистниками какими-то, может, популярность кому-то не нравится, может, еще какие-то вещи. В русских в школах, вот сейчас русский язык обучения это менее 30%. То есть вот 70% это классы с казахским обучением, 30% это вот классы с русским обучением. Ну, я не знаю, может быть, как раньше нужно в Российской Федерации какие-то свои школы создавать, но это, наверное, тоже какое-то противодействие и внутри страны вызовет, и политическое, и так далее. А страны вот южнее Казахстана, да, они, молодежь почти не говорит на русском языке. Это в том числе проблемы для России в плане миграции, то есть, да, наверное, там снижается качество в целом, да, мигрантов. Ну, мы эту ситуацию видим. Я могу на личном примере сказать, я летал в Китай в прошлом году, рейс Алмата-Урумчи. То есть этот рейс, он как бы собирает всех, кто вот в Китае собирается, да, и летит туда. Вот на границе, на китайской, люди, молодежь, которые туда приезжают, они действительно на русском языке не говорят. Вот там стояли перед нами граждане соседних стран, они не по-русски говорят, не по-китайски не говорят, и просто вот стоят на границе и через переводчик, вот через онлайн-переводчик общаются. Вот до такой степени. Можете представить такое? А при этом пограничники говорят на русском, то есть китайские пограничники, они спокойно на русском разговаривают, там цель визита, куда летите и так далее. То есть вот эта сфера, я думаю, она в плане такая идеологическая, она, наверное, да, здесь есть работа над Казахстаном, есть понимание, что из Казахстана, возможно, пытаются сделать очередную антироссию, как это было на Украине. Вот, ну, конечно, что-то нужно предпринимать.